Воздержаться от постов в интернете, которые касаются деятельности системы здравоохранения, и не давать комментарии журналистам без одобрения пресс-службы Минздрава. Такой указ был подписан статс-секретарем медицинского ведомства Республики Джазгуль Кизбаевой неделю назад. Вслед за ним появился еще один противоречивый указ, рассчитанный уже на столичных медиков. Авторство главы департамента здравоохранения по городу Бишкек Кубаныджбека Кулбатырова. Согласно этому документу, столичные врачи не могут напрямую подавать жалобы в госорганы и просить дополнительные средства у мэрии, Джугурку-Кенеша, правительства и президента. За эти действия медикам грозит от дисциплинарного взыскания до увольнения. Мы провели анализ и обнаружили, что нарушено 4 статьи Конституции. Нарушен закон об общественном здравоохранении, закон о здоровье граждан, закон о доступе к информации. То есть идет сплошное такое нарушение законодательства в части обеспечения прав и свобод граждан. В министерстве же необходимость согласовывать информацию с пресс-службой объяснили желанием исключить СМИ появление недостоверных фактов. По данным главы Минздрава, после падения Боинга 747 на дачный поселок в материалах журналистов разнились данные о количестве пострадавших и погибших. Ссылки на источники информации также были разными. В самом же Минздраве подчеркнули, что как только у них появлялась новая, уже проверенная информация, ее тут же предоставляли представителям прессы. И еще данное решение никак не связано с публикацией в соцсети о плачевном состоянии морга. И уж точно не следствие бурной реакции депутатов на данное сообщение. Я дал указание, согласовав этой комиссии, что идет в средствах массовой информации по количеству погибших, по количеству пострадавших разные цифры, разные мнения, разные диагнозы. Поэтому я говорю, надо распространять пресс-релиз из одного источника. Здесь каких-то других умыслов нет. Минздрав был открытым учреждением и останется. Вы меня знаете. Любой работник СМИ мне спокойно дозвонится даже ночью. Между тем, медиаэксперты не увидели в данных распоряжениях заботу о достоверности информации, но попытку заставить медицинских сотрудников впредь молчать о проблемах в системе здравоохранения. Пока данные указы будут действовать, информация будет появляться не своевременно. Общественность, которая имеет право получать сведения о деятельности таких важных учреждений, как больницы и госпитали, о действиях врачей, от которых часто зависит жизнь человека, будет ограничена в данных вследствие бюрократии. Министерство здравоохранения, оно такое отраслевое министерство, у которого огромное количество подведомственных организаций, структур. Как вы представляете, например, где-нибудь районный представитель районного отделения какой-то структуры Минздрава для того, чтобы дать информацию журналисту, а обычно журналисты звонят, когда это происходит какое-то срочное событие, он должен согласовать это с центральным аппаратом. В центральном аппарате работает не очень большое количество людей. И они просто физически не будут успевать. Между тем, члены общественного совета при Минздраве решили, что если в Министерстве здравоохранения данный указ сегодня же не отменят, то они отправят письма в адрес президента, правительства и других ведомств, которые могли бы разобраться в ситуации. Екатерина Ступкина, Асхат Ибраимов, НТС.